доказательная медицина. Не знал. Вот стану диетологом. Рождается, наверное, это истинные Хронический характер. сомнения. И начинаю гуглить, что вообще там назначать. Наш кишечник – это второй мозг. Так оно и будет. Не вызывает ни у кого сомнения. Можно пукнуть. Такой блуждающий нерв. Психосоматика. Хорошо какается. Депрессия. Чистка, сыроедение, фрукторианство. Все ненавидят глотать зонд. Зонд – это неприятно. Где этот баланс? Это именно хеликобактер пилори. Нужно хорошо поесть. Скорее помедитировать. Всем привет! Сегодня мы поговорим о гастроэнтерологии, почему урчит наш живот. Мы поговорим о сложных пациентах, о бабочках в животе и почему наш кишечник считают вторым мозгом. Сегодня у нас в гостях гастроэнтеролог, автор личного блога о гастроэнтерологии Юркевич Анна. Ань, привет! Привет. Спасибо, что пригласил. Приветствую твоих зрителей. Нам очень приятно, что ты нашла время сегодня прийти. И сегодня мы немножко поговорим о твоей профессии, о твоей специальности, чтобы наши зрители знали, что вообще такое гастроэнтерология, что делает врач, как он помогает нашим пациентам. И первое, что хочется спросить, расскажи вообще, как ты пришла в эту профессию и почему ты выбрала именно гастроэнтеролог. Мой путь был не такой простой. То есть нет такого, что я с детства мечтала быть гастроэнтерологом, я даже врачом не сильно мечтала быть. Наверное, началось с того, что все детство, детство, ладно, подростковый свой возраст, я, как и многие девочки, увлекалась диетами. Там, похудательными, естественно. Там были разные японские диеты, диеты Дюкана. И я росла, поступила в институт в медицинский и стала понимать, что профессия диетолог, с одной стороны, наверное, востребована, с другой стороны, пока ты сам не поймешь, как правильно питаться, как правильно строить свое там пищевое поведение, диетолог тебе не поможет. Но она и не популярна, наверное, еще в то время была. Ну, уже начиналось. Ну, да, Набирала обороты уже, да, да? да, да. Но вот по мере моего взросления врачебного я стала понимать, что сначала, потому что я думала, вот стану диетологом, да, но потом я смотрю, что пока пациент сам, то есть его надо научить стать диетологом самому себе. Вот у меня такая концепция, философия жизни. Но тема питания и пищеварения, она как-то немножечко взаимосвязана, поэтому меня все равно продолжали интересовать аспекты в этой области. И так вот как-то медленно и постепенно я пришла к гастроэнтерологии, хотя сначала я работала, как и многие врачи, участковым терапевтом. Ну, потому что нету такой отдельной специальности гастроэнтеролога. Да, Нельзя закончить университет и такой, ты сразу гастроэнтеролог. Я так понимаю, что это была общая Да. терапевтическая направленность, из которой ты уже потом пошла именно в Да. гастроэнтерологию. Причем был период, что я вообще была на распутье бросать медицину даже. Были там такие мысли. И вот так сложились обстоятельства, что побывав на кафедре гастроэнтерологии, на каких-то там 2-недельных курсах, она мне так впечатлила, эта кафедра, я узнала, что такое доказательная медицина, как вообще на самом деле должна работать медицина, на каких она строится принципах, исследованиях. То есть я влюбилась в первую очередь в кафедру гастроэнтерологии. Потом так сложилось, что мне как раз предложили пойти в 10-ю больницу. Там организовывался Республиканский центр гастроэнтерологии, где собирались все такие достаточно сложные, интересные случаи со всей республики. Ну, я увидела в этом некий шанс для дальнейшего профессионального роста. И не зря, и вот до сих пор я работаю гастроэнтерологом, не прерывая свой стаж. Я даже до сих пор и не знаю, честно говоря, не знал, что у нас есть даже республиканский центр именно гастроэнтерологии. Да, в 10-й больнице. Как ты думаешь, что самое сложное в твоей профессии? Наверное, самое сложное – это объяснить пациенту, что в гастроэнтерологии, да, наверное, и в других областях нет какой-то одной волшебной таблетки, что здоровье пациента зависит от множества факторов, начиная от питания, образа жизни, психоэмоционального состояния, уровня сна, его качества и количества, и что некоторые болезни, они еще могут иметь хронический характер. Почему-то
Если у пациента давление, он как-то, ну, так или иначе свыкается с мыслью ежедневно пить таблетки. Но когда больше, чем на месяц в гастроэнтерологии что-то назначается, это уже как-то рассматривается, что тут не то. Надо найти какую-то причину, ее устранить и искоренить. Ну, для меня вообще твоя профессия, я считаю, одна из самых сложных. Объясню почему. Мгм. В моей профессии все просто, да. Пациент выполнил МРТ, еще ряд каких-то дополнительных обследований, и, в принципе, мы понимаем, с каким диагнозом мы имеем дело. В гастроэнтерологии, в моем понимании, это нужно несколько раз дать анализы, проанализировать, сделать анализ всех как бы показателей, да, какие-то назначить дополнительные УЗИ, там, ФГДС, еще что-то, кучу обследований. И только пройдя через вот этот кромешный лес, я так понимаю, вот и рождается, наверное, эта истина, и это Мгм. тот единственный диагноз, с которым ты работаешь. Ты вообще помнишь своего первого пациента? Что ты чувствовала и насколько вообще вот тебе было страшно, чтобы выставить вот этот вот правильный диагноз и помочь ему? Ну, если вспоминать первых пациентов, то это был мой участок, по которому я ходила по домам. По центру города. Я до сих пор помню, тогда уже были мобильные телефоны, и даже вроде бы уже был мобильный интернет. И, допустим, передо мной бумажка, там 10 визитов написано. Первый там такой-то, такой-то, там краткое, рожа. Я такая думаю, вот я сейчас пойду на этот диагноз рожа и начинаю гуглить, что вообще там назначать. Ну, я говорю как есть, потому что, ну, как бы я как терапевт с этим особо не сталкивалась. То есть конкретного пациента я не помню, но я помню опыт загугливания каких-то симптомов перед посещением пациента. Да, я помню эти истории, когда, знаешь, пациент приходит на прием. Ты его куда-нибудь направляешь? Да, не-не-не, врач говорит, подождите, я выйду на Да, минуточку, заходит в другой кабинет и начинает читать, да. да, Но, да, к да. сожалению, такое действительно бывает. Но самое важное, что было желание понять, мне кажется, и разобраться до того. Мгм, Конечно, мы все встречались с какими-то пациентами и не знали даже, что сказать, мгм. прибегали там к литературе, к помощи своих там коллег и так далее. Это было, есть и будет, и через это проходит любой врач, Мгм. потому что невозможно попасть в идеальные условия и прям разбираться во всем с первого дня после того, как ты вышел из Да, учебного заведения. да. А когда вот уже, скажем так, случилось твое второе погружение, да, когда ты, назовем это так, во второй раз влюбилась в Мгм, медицину, мгм, когда ты уже вот стала гастроэнтерологом, и ты вот подумала, что ну вот все, я вот уже все выбрала, я все знаю. Вот мгм. когда ты вот Да. встретила этого пациента, какое вот первое чувство? Были ли какие-то вообще сомнения? Когда я пошла работать в этот республиканский центр гастроэнтерологии, значит, там был такой консультативный кабинет, откуда приезжали все пациенты из Беларуси с какими-то непонятными диагнозами. И первое время мне помогали вот сотрудники кафедры. Не могу не упомянуть моего главного учителя в гастроэнтерологии. Это Юлия Викторовна Горгун. Мало ли она меня услышит. Именно она привила мне любовь к гастроэнтерологии. Сейчас ее в Беларуси нет, но она оставила после себя очень большой след. И я помню, что первые дни я там подсматривала в какие-то в протоколы, в какие-то гайдлайны, в стандарты, как все это там. А потом наступило лето, и вся кафедра ушла в отпуск, и посоветоваться было не с кем. И направить дальше больше, ну куда уже после республиканского центра Уже направить? никуда не Всемирную направишь, да. академию гастроэнтерологии такой нету. И тут я понимаю, что все, ну, вот как бы на этом я сейчас должна что-то принять решение. И это действительно, с одной стороны, большая ответственность, но и большое облегчение, что вот я сейчас как решу, так оно и будет. И, ну, вот с течением времени у меня все больше и больше уверенности появлялось. Но хочу сказать, что вот мне нет такого, что чем больше я работаю, тем больше я в себе уверена. Скорее, у меня сейчас какое-то другое пошла волна, тотальной неуверенности. То есть чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Ну вот на самом деле, то есть сейчас уже за каждым шагом думаешь, а если то, 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 а если так, так, так. То есть, мне кажется, нет предела совершенству. Так могу Да, я сказать. тоже помню, там я отработал первые 5 лет, да, и Уже мне такой, кажется, все, да, да, так, да. я уже все знаю, я знаю, как делать эту Мгм. операцию. Прошло 5 лет, и я такой, Мгм. да, 5 лет назад я вообще в этом не Да, разбирался и да. вообще ничего не понимал. И на самом деле вот этот вот степ by Мгм. step, да, и я вот жду, вот сейчас нахожусь вот в таком состоянии, когда я жду, когда придет вот какое-то мое новое вот этот вот Мгм. осознание, да, новый шажочек
по этой лестнице вверх, я буду понимать, все, вот я дождался нового какого-то своего вот понимания, да, Мгм. той или иной проблемы. Но на самом деле это круто. Послушай, я вот хотел спросить, встречались ли в твоей практике пациенты, у которых диагноз звучит как приговор, а тебе приходится их там утешать и еще что-то, а на самом деле этот диагноз лечится обычной простой диетой? Первое, что приходит в голову, это пациенты с таким диагнозом, как целиакия. Знаешь, Мгм. что такое? Ну, знаю, но думаю, что наши зрители не знают. Давай чуть подробнее, если можно, расскажи Да, об это этом. такая очень многогранная болезнь, которая имеет множество масок, начиная от какой-то там жесточайшей диареи с раннего возраста, заканчивая бесплодием, например, она может проявляться, или каким-то остеопорозом. И действительно, она лечится только диетой. И когда пациент узнает, что вот у него такой диагноз, мы ему на пожизненную основу назначаем безглютеновую диету. То есть нужно полностью исключить глютен. Это белок злаковых. В первую очередь это пшеница, еще рожь, ячмень, овес. И пациент сталкивается с таким страхом, неопределенностью, как же я никогда больше не поем там бабушкиного пирога. Но я им объясняю, что особенно сегодня уже рынок безглютеновой продукции достаточно широкий, и если эта терапия улучшит многократно качество жизни, то это, это просто осознанный стиль питания, а не диета, я бы так назвала. Как ты думаешь, вот много где встречаешь такой термин, что наш кишечник – это второй мозг. Правда ли это? И как вообще происходит связь между ними? Они общаются с помощью каких-то слов, приказов, с помощью мата или там сразу отдается какой-то там импульс, типа срочно грусти и Мгм. все на этом. Как это вообще взаимосвязь и как это работает в нашем организме? Начнем с того, что в кишечнике действительно есть такая специальная энтеральная нервная система. Она работает автономно, то есть без силы нашего сознательного участия. И наличие вот этой двунаправленной связи между головным мозгом и кишечником, наверное, сегодня уже не вызывает ни у кого сомнений, об этом уже все кругом говорят. Я бы сравнила эти отношения как, наверное, в каком-то не очень здоровом, скорее токсичном браке. Потому что они не говорят ртом, да, они говорят какими-то намеками, полуфразами, надеясь, что кто-то что-то там додумает, да. То есть нет конкретных слов, фраз, а есть какие-то действительно импульсы. И общаются они посредством первое, есть такой блуждающий нерв, Мгм. и в основном сигналы идут снизу вверх, да, то есть это такой тракт, назовем его, между кишечником и головным мозгом. Также они общаются с помощью различных нейромедиаторов, которые выделяются как в голове, так и в кишечнике. Там серотонины, дофамины и прочие субстанции. А также не забываем про такой микробиомный чат, я бы так сказала. И на самом деле на сегодняшний день еще неизвестно, кто из нас главный, микробиом в кишечнике или мы. Кто кем управляет, До сих дебаты до пор сих пор ведутся, неизвестно. да. Потому что бактерий там очень много. Послушай, вот почему урчит наш живот? И самое вот обидное, мне кажется, да, почему он, в принципе, урчит в самый неподходящий момент. Приходишь на какое-нибудь собрание или совещание, или стоишь за трибуной на какой-нибудь конференции, и ты чувствуешь, что что-то не так. Почему так происходит? Сейчас я объясню почему, но мне больше всего интересует, а почему мы этого так Боимся? стесняемся? Почему-то, когда кто-то кашляет на конференции или там чихнет, ну как бы это воспринимается нормой. Ну подумаешь, ну так он работает. Плохо, когда он перестает урчать уже вообще, да, это называется кишечная непроходимость. Поэтому в целом я не вижу в этом проблемы. Если там какие-то единичные звуки, я рада, что идет движение. Это первая мысль, да. Вторая мысль, что у нас есть первое, когда он урчит на голодный желудок, это работа тоже там этой внутренней нервной системы, там есть такой мигрирующий моторный комплекс, и он как бы очищает это, создает такой звук, как в трубах там дует ветер, да, то есть Мгм. особенно это слышнее в горизонтальном положении за счет определенной там акустики. Я сама, когда, допустим, лежу у косметолога долго, я слышу, и еще чем меньше толщина передней брюшной стенки, тем громче звук, тоже Мгм. логично, у худых громче, а если там еще какой-нибудь диастаз, еще громче. То есть это вообще абсолютно нормальные звуки, то есть ваш кишечник очищается.
Есть вторая ситуация, когда не на голодный желудок, а на сытый. Ну, это уже работа гормонов стресса. Это скорее там волнение, там перед экзаменом, что то мы чувствуем какие-то там движения. Вот на этом вот совещании, наверное, вы не очень там расслаблены, раз у вас там что-то урчит. Мы вообще можем этим управлять? Есть ли какой-то вот механизм, Мгм. чтобы ты так понимаешь, что сейчас это произойдет, или вот это происходит, и раз заглушить это? Или мы никак этим не можем управлять? Да, мы частично, можем этим управлять. Здесь помогут практики, которые, скажем так, приводят, в хороший здоровый тонус вот тот самый блуждающий нерв. И, здесь на помощь приходит практика глубокого диафрагмального дыхания, когда мы дышим глубоко. Мгм. Это что можно сделать там перед совещанием. Любое воздействие на тело, начиная от массажа, самомассажа, какие-то игольчатые коврики, там всякие Кузнецова аппараты. Но это получается, мы себя готовим к условно там выступлению на Да, конференции, и зная, что у нас такая да. проблема Хотя уже бы есть, подышать. то есть мы свое тело готовим к этому, Мгм. чтобы это не произошло. Да. А в моменте А в моменте мы можем подышать. Дыхание — это тот инструмент, которым мы можем управлять всегда, оно бесплатно, оно всегда с нами. То есть нам нужно создать для нашего древнего мозга иллюзию, что у нас все хорошо и нашей жизни ничего не угрожает. То есть он же до сих пор мыслит древними понятиями. Если стресс, то это, скорее всего, угроза жизни, а мгм. не, угроза там увольнения, да. И любой стресс он воспринимает как такую серьезную, то есть нам надо объяснить ему, что все в порядке, за тобой не гонится мамонт, тигр, ты в теплом помещении, у тебя есть еда, все хорошо. То есть какую-то подключить практику осознанности, оказаться в данном моменте, отключить немножечко блуждающие мысли и сосредоточиться на дыхании. Ну, я так понимаю, что газы с урчанием вообще никак не связаны, это совсем другое. И мне вот самый такой интересный Мгм. вопрос, вот откровенный, да, вот сколько раз в день можно пукнуть, и это реально считается нормой? Или когда это уже становится какой-то катастрофой, и нужно бежать и обращаться к врачу? Ну, начнем с того, что действительно пукать — это нормально, особенно если в рационе много растительной пищи. Чем больше растительной пищи, тем больше газов. Есть продукты, более способствующие газообразованию, есть менее, но условно до 20 раз в день вполне себе. Не слабое количество. Да, ну, то 10-20. В каком случае обращаться к врачу? Ну, когда, допустим, у вас их не было столько, и тут они резко увеличились в количестве. Если это появился какой-то такой новый, особо зловонный запах, и, ну, если в конце концов вас это стало напрягать и снижает качество жизни, то лучше обратиться к врачу, узнать, норма ли это. Ну, вот про запах заговорили, и сразу хочется спросить, смотри, вот бывают такие случаи, вроде ты регулярно выполняешь все гигиенические там меры, да, Мгм. чистишь зубы, там жуешь какие-то там жевательные Мгм. резинки и так далее, но ты понимаешь, что есть какой-то запах изо рта. Мгм. Всегда ли в этом виноват наш желудок? Нет, не всегда. И причем, если опять же открыть какие-то современные рекомендации, они советуют начать с посещения стоматолога, проверить там Полость кариес, рта, ну, я понимаю, да, да, это самый потом такой. лор, миндалины, пазухи носа, может быть пульмонолог и, наверное, только там третий, четвертый по очереди пойдет гастроэнтеролог. То есть все-таки чаще всего это проблема полости рта, а не запах идет там прямо изнутри. Хорошо, а что вот касается стула, да? Сколько вообще считается нормой, да, раз ходить в туалет по-большому за день? Мгм. И есть ли вообще это норма? Или организм настолько все, ну, настолько индивидуален, что у каждого, допустим, это свое. И со временем это даже расписание. То есть человек Мгм. утром встал, и значит, что утром он идет по-большому. Или, допустим, кто-то это делает только в вечернее время. Мгм. Как это устроено вообще? В идеальном мире, наверное, действительно наиболее такой здоровый это после завтрака ежедневный стул. Но в целом в гастроэнтерологии есть такое условное правило трех. То есть от 3 раз в день до 3 раз в неделю считается условной нормой, но при этом кал должен быть оформленный, не кашица, и при акте дефекации нет необходимости прикладывать сверхусилия, и вы чувствуете полное опорожнение. Хорошо, но, допустим, если вот человек
примеру, сходил 5 раз в день, да. Да. То есть это Это повод для того, это уже чтобы многовато. Это то уже есть больше 3. то есть Мгм. это повод для того, чтобы сразу пойти к врачу? Или все-таки нужно еще несколько дней там понаблюдать и посмотреть, что будет? Потому что думаю, что в повседневной жизни, да, ну, мало ли, кто-то сразу побежит к врачу или поймет, что что-то Не, ну пошло не если это так. однократная акция, например, пациент съел, рекламируемый, зефир на сахарозаменителе. Видел эти ролики, нет? Я не видел, если Ну, есть честно. там у нас, белорусская компания, по-моему, "Спартак". Сейчас очень модный такой тренд — зефир без сахара. И Мгм. там сахарозаменитель такой, астматическое, достаточно слабительное, и щас там все шутят, как от него хорошо какается. Вот поэтому, если случилось однократно, там, после каких-то таких продуктов, ну, проанализировать, что я накануне съел. При этом нет температуры, боли в животе. Но если это повторяется там системно, изо дня в день, то, конечно, это повод обратиться к врачу. Бывает ли вообще спазм в животе, в желудке? И есть красивая метафора под названием бабочки в Мгм. животе. Действительно ли это какая-то регуляторная там защитная, да, какой-то механизм, назовем его так, или это просто придуманная, воображаемая, влюбленным человеком метафора? Я сейчас пытаюсь вспомнить, чувствовала ли я это ощущение когда-нибудь. Ну, я думаю, что это что-то наподобие микроспазмов, которые происходят на фоне, опять же, выброса вот этих всех адреналинов, норадреналинов, на фоне такого, пускай и положительного, но стресса для организма. Ну, то есть я это так могу объяснить. То есть это такая гиперизбыточная перистальтика, и вот она ощущается как некое такое волнение, бабочки, вот что-то такое. Давай немножко поговорим про питание и образ жизни. Давай. Что по поводу того, стакан воды натощак? Мгм. Правда ли, что нужно запивать еду водой? Ну и вообще нормой ли считается употребление чая и кофе, допустим, после того, как ты пообедал или поужинал? По поводу стакана натощак — это не обязательная опция, но в целом, наверное, я скорее за. То есть, например, у меня есть потребность, вот я просыпаюсь, мне хочется выпить воды, как бы так, немножечко уже запустить какую-то минимальную, но перистальтику. Ну, хочется в каком плане? В физическом? Или ты просто знаешь, что Нет, это что мне просто хочется хочется? субъективно. То За есть ночь же это пересыхает во рту. 10 часов у нас, ну, не попадает, ну, то есть сухость просто, да. Почему может быть во рту какой-то такой по утрам небольшой налет, неприятный привкус? За счет высыхания слизистой. То есть мы ее увлажняем. то есть это по желанию, но не Да, обязательная опция. да, обязательной такой нет рекомендации. По желанию. Что касается питья после, приема пищи, можно встретить мнение, что питье после еды разбавляет желудочный сок. Да, есть Ну, такое. это, конечно же, миф. Мы не способны его разбавить, тем более, что вы уже поели после этого. Какой там сок разбавлять? Плюс, если мы говорим питье до еды на пустой желудок, жидкость вообще быстро пролетает, можно сказать, через желудок, и там сильно ничего не успевает разбавить. Поэтому, если вам хочется комфортно, и после этого вы не чувствуете тяжести переполнения, то в разумных пределах, наоборот, это скорее даже приветствуется, особенно если какая-то сухая еда, там условный бутерброд, сухомятка. Ну, наверное, пару глоточков воды, они даже приветствуются. Но если у вас есть склонность к каким-то забросам, к изжоге, к тяжести после еды, возможно, сразу после еды большой объем пить действительно не стоит. Там дополнительную кружку-две жидкости. Я вот сейчас почему-то пришла такая мысль. Я когда делаю операции, такая всегда была идея, вот придумали бы какую-нибудь вот супер-микро какую-то там камерку, да, и вот ты Мгм. сделал операцию, и оставить ее там, и посмотреть, что там внутри там головного мозга или спинного мозга происходит. Как эти клетки обратно, да, Мгм. как это заживает все изнутри. Или ты ставишь какую-то конструкцию, как она себя ведет. Вот если была бы возможность, да, придумать такую микрокамеру, и человек её вместе с едой там принял, и посмотреть вообще весь путь, как это происходит. Вот насколько это реально интересно было бы для тебя, и нужно ли это вообще, в принципе? Ну, начнем с того, что сейчас же есть капсульная. Ну, я знаю, что да, они существуют, но я Да. просто не знаю, как они вообще работают и какую информацию можно извлечь из Мгм. этого. Проглатываем капсулу, убеждаемся, что она находится в желудке, и далее она идет по длинному тонкому кишечнику, делая множество фотографий в разных плоскостях, позах и так далее. А потом она покидает ваше чрево, и вот эти вот
тысячи фотографий анализируются искусственным интеллектом, ну, при помощи эндоскописта все Мгм. это как-то интерпретируется. То есть в целом основная ниша для вот этой капсульной эндоскопии – это тонкий кишечник, как самый такой малодоступный орган. Но есть и тонкокишечные капсулы, есть капсулы, которые растворяются даже. То есть если мы подозреваем, что там есть где-то сужение и боимся вызвать кишечную непроходимость, то мы проглатываем кишечно-растворимую капсулу, которая пофоткала, отправила куда надо, и потом по ходу кишечника растворилась. Но в целом это есть, это работает, это используется и в Беларуси в том числе. То есть это есть в Даже в доступе. клинике, в которой ты работаешь. Круто. Прошу наших гастроэнтерологов. Послушай, сейчас очень модное такое понятие, как чистить желудок с помощью там различных там лимона, допустим, смузи из сельдерея, выводить шлаки. Что вообще за термин выводить шлаки и как ты как специалист вообще к этому относишься? Мне кажется, это уже не так модно, как было раньше. Все таки растет грамотность и образованность нашего населения, по крайней мере, вот с теми пациентами, с которыми я общаюсь. Действительно, слово "шлаки", оно носит такой околонаучный характер. Шлаки, мне кажется, где-то больше там на производстве каких-нибудь там металлов или, я не знаю. В организме все условные токсины в нормальном здоровом организме должны обезвреживаться печенью, выводиться с помощью кишечника и почек и так далее. То есть сразу же предвосхищая вопрос, что раз мы с мочой выводим какие-то вредные вещества, то и уринотерапию мы тоже не рассматриваем как вид терапии. Поэтому чистка – это то, что должно происходить естественным образом, там, ежедневно или раз в 3 дня, да, если мы говорим про дефекацию. Но при этом специальных усилий к этому прикладывать не надо. Ну, дополнительных там лимонов, что там, кофейных клизм и сельдереев тоже. Ну, при этом Мгм. мы можем употреблять сельдерей. Регулярный контроль потребления клетчатки и есть своего рода чистка. А есть такой вообще термин, как чувствительный желудок. Мгм. И вот если этот термин существует, есть ли какие-то продукты, или, может быть, ты можешь назвать какой-то один продукт, которым ты, допустим, вот не советовал бы Мгм. употреблять, допустим, там с утра сок, допустим, Мгм. какой-то апельсиновый или еще что-то. Есть ли это понятие, да, и что ты можешь вот сказать по этому Ну, вопросу? есть в целом такой феномен – висцеральная гиперчувствительность. Мгм. Этот феномен лежит в основе большинства функциональных заболеваний в гастроэнтерологии. Функциональное заболевание – это когда что-то где-то болит, но при этом ничего там не находится. То есть Мгм. оно болит, потому что рецепторы желудка, это может быть не только желудок, это может быть кишечника или там желчного пузыря, повышенно реагируют на нормальные раздражители. То есть обычный условный кишечник не почувствует каких-то пузырьков газа, а вот такой вот чувствительный кишечник почувствует. Но какого-то универсального продукта, который бы я там назвала и сказала, что вот его категорически нет, его, наверное, не существует, он у каждого свой. Поэтому самый главный человек, у кого вы должны спрашивать, что вам можно, что нельзя, это, наверное, ваш собственный организм. То есть наблюдайте за ним и делайте выводы. Для кого-то это будет кофе, для кого-то это будет помидор, То там, есть это все индивидуально, индивидуально. да. То есть тут нет такого, что вот понятно, что мы говорим про то, что нужно в целом придерживаться принципов здорового питания, есть там меньше фастфуда, колбас, сосисок и так далее. То есть я это Всё, ты перечислила все то, что я люблю больше всего на самом деле. да, ну вот надо с этим что-то делать. Надо бороться, да, индивидуальную диету составлять. Мгм. Как вообще ты относишься к интервальному голоданию? И, может быть, вот сразу есть такие люди, которые любят есть все сырое, да, допустим, Мгм. сыроедение, да. Насколько это сейчас вообще актуально? Используете ли вы эти какие-то методики при Мгм. подборе там диеты или в лечении пациентов, да, и насколько это полезно? Потому что существует такое понятие, что это очень плохо влияет, допустим, на наш желчный пузырь, Мгм. и можно потом все закончится операцией по поводу его удаления, потому что он не функционален, не работает и так далее. Наверно, стоит, да, разграничить 2 этих понятия. Сыроедение все таки как-то в нашем регионе не сильно распространено. Это скорее, наверно, там более южные, там, кто любит съездить там на детокс какой-нибудь. Но тем не менее, если вдруг вас посетит такая идея, да, действительно, если мы говорим только про сырые овощи, фрукты, ну и там, не дай бог, мясо сырое,
Ну, так себе, очень сомнительная история. Сырое мясо — это риск всяких кишечных инфекций. Если это чисто там фрукторианство, без, каких-то там жиров, это, конечно же, застой желчи. Потому что основной, субстрат, который заставляет желчное сократиться — это жир в первую очередь. Мгм. Поэтому сыроедение точно отметаем. По поводу интервального голодания смотрим тоже индивидуально. В нем есть, доля здравого какого-то зерна. И зависит от конкретного индивидуума, от его рисков, предрасположенностей. Кому-то это зайдет прям на ура. И опять же, есть разные интервалы, там 16/8 или там 12/12. Ну, то есть тут надо решать индивидуально, но в интервальном голодании мне нравится как минимум мысль о каких-то здоровых, чистых промежутках между едой, а не забрасыванием себя все в топку там каждый час-два при первой возможности. Увидел, съел. Да, то есть мне вот нравится все таки и кажется наиболее близка — это все таки такая эволюционно выверенная система приема пищи 3 раза в день: завтрак, обед, ужин. Причем ужин лучше с кем-нибудь разделить, да, там с условным врагом, есть такое выражение, а завтрак все таки съесть самому. Я скажу честно про себя, я вообще не завтракаю. Наверно, зато И хорошо ужинаешь. да, это видно по мне. Это Но классический это. да, я понимаю, но я настолько за все это время своей работы настолько привык, Мгм. что у меня даже нету как бы в этом потребности. Да, Мгм. я могу там съесть творог и там выпить Так это ж чашку. завтрак. Ну, он настолько маленький, то Мгм. есть вот просто какой-то вот условно там, я не знаю, творожок, да, и Мгм. там чай или кофе. И в принципе, ну, до 11-12 часов я чувствую себя вообще Ну, так отлично. это нормально, ну, как бы, если тем более завтрак в 6 часов, да? Ну, рано утром, да, Да. обычно. Прям вот к 11-12 часам вот мне нужно Мгм. поесть вот прям Мгм. обязательно. Но ввиду там графика построения работы не всегда вот есть время на вот этот вот обед. Поэтому, Мгм. конечно, все, к сожалению, Смещается. смещается, да. На самом деле это вообще, мне кажется, очень тонкая грань, да, правильно и сбалансированно построить питание на протяжении там, ну, одного дня, ладно. То есть, Мгм. чтобы это была прямо структура, которой ты вот Да, максимально 90% времени своего соблюдаешь. конечно. Как вообще это сделать? Поэтому это действительно сложно. И поэтому всегда всем хочется волшебной таблетки. А, наше здоровье, оно все таки вот на таком основывается, на питании. Ну, как это сделать? Ну, расставить приоритеты. То есть, наверное, пока тебя еще нигде ничего не закололо, не заболело, и слава богу, да, но тем не менее, ну, то есть, рано или поздно что-то придется поменять. Пришел пациент, да, Да, вы составили с ним какой-то план. да. Он пришел, все там показал себя там условно, не знаю, через месяц, все соблюдает, все хорошо. Ты такая думаешь: "Блин, все классно, мы с ним проработали, потратили на это время". Ты получил от этого удовольствие. Это очень важно, когда ты Мгм. видишь эту обратную Да. связь. Но он приходит к тебе через 3 месяца. Ты понимаешь, что он ничего не соблюдал, он обо всем забыл. Вот что ты чувствуешь в этот момент? Тебе хочется его придушить Нет, или все-таки абсолютно. ты добрый доктор, который пытаешься заново или каким другим способом донести до него этот посыл, да, и Да. все-таки эту систему сделать такой рабочей лошадкой? Да, то есть в первую очередь это вопрос, ну, понимания, зачем мне это надо. И в каждом своем решении есть это или не есть, пить там что-то или не пить, в идеале, ну, должен быть какой-то рисоваться образ, каким я хочу себя видеть там через 10, через 20, через 30 лет. То есть и вот наш каждый день, наши какие-то осознанные или не очень выборы, они и строят наше будущее. Ну, то есть вот это вопрос больше про мотивацию, про там какие-то смыслы и так далее, а не Ну, про это можно, это не понимаешь, можно. мотивация, она в любой профессии есть врача, это 100%. К нам приходит пациент, у него есть, допустим, избыточный вес, да. Мы понимаем, что это лишняя нагрузка на его позвоночник, это лишняя нагрузка на его суставы. И мы говорим, что да, мы можем помочь вам в моменте избавиться от какой-то боли, но вам нужно работать самостоятельно. И они все говорят: да, Антон Викторович, мы будем. Проходит какое-то время, они возвращаются, ты видишь, что нет. Ну, это зона Хотя, ответственности пациента. Хотя на самом деле, вот реальная история из там моей Мгм. практики была совсем недавно. Ко мне приходит пациентка со своей мамой, говорит: Антон Викторович, вы меня помните? Я смотрю на нее, Мгм. вообще не понимаю, кто это. Обычно я всех пациентов помню. Она говорит: вы 7 лет назад сделали мне операцию.
Я весила 125 М. килограмм. Сейчас я вешу 75. Я развелась с мужем. Я поменяла всю свою жизнь. Я буду вас помнить там всю жизнь, потому что у нас не сложился просто разговор о качестве жизни дальнейшем, Мгм. и она настолько вот прониклась этим, что она кардинально вообще поменяла свою жизнь. Говорит: "Я открыла бизнес, у меня вообще все по-другому, я чувствую себя счастливой, и я там буду всю жизнь вас Мгм. вспоминать". Но на самом деле это круто. И мне кажется, иногда мы действительно работаем с чем-то не просто там с таблетками или там Да. какими-то рецептами, а иногда приходится прорабатывать другие аспекты жизни пациента и Да. мотивировать его. Мне кажется, в твоей профессии это прежде всего, наверное, Мгм. ну, не знаю, наверное, 50 даже Да, да, процентов это разговор. успеха. Мгм. Да. Наверное, в каждом заболевании или модно даже, давай вот по-другому я сформулирую вопрос. Сейчас модно стало такое понятие, как психосоматика. Мгм. Это у вас вообще не нервы, это у вас голова не болит, это у вас уже замкнулась какая-то цепь, мозг, там, живот, да, и вообще это не связано с нами, идите к психотерапевту. Есть такое понятие синдрома раздраженного кишечника. Правда ли это существует Мгм. именно в понятии психосоматики? Или все-таки есть какая-то другая проблема, просто врач не разобрался и не нашел ее? Психотерапия на сегодняшний день очень скептически относится к этому термину психосоматика, потому что оно очень стало таким попсовым, да, то есть, у меня болит голова, Модное. да, это у тебя психосоматика. Ты не хочешь там решать какие-то проблемы. Или у тебя запор, наверное, ты очень жадный и держишь все в себе, да. То есть, конечно, так это не работает. Но, безусловно, ряд заболеваний, мы сегодня уже говорили, функциональных, а сегодня они уже называются правильно не функциональные, а болезни нарушенного взаимодействия между кишечником и головным мозгом. И да, действительно, это взаимодействие нарушено. И это вполне реальные диагнозы. И синдром раздраженного кишечника, и функциональная диспепсия. Это то, что пациенты называют гастритом, а на самом деле это диспепсия. И функциональное расстройство желчного пузыря, функциональный запор, функциональная диарея. То есть мы ничего не видим субстрата, но пациенту больно или он не ходит в туалет. И, кстати, синдром раздраженного кишечника действительно яркий пример, потому что качество жизни пациентов страдает колоссальным образом. Они там некоторые в тяжелых случаях не выходят из дома. И есть даже исследование, что СРК такой в тяжелой форме, качество жизни этих пациентов сопоставимо с качеством жизни пациентов на гемодиализе. То есть это действительно, В зависимости. да, тяжелая ситуация, которая требует такого многокомплексного подхода. Но это реальный диагноз, это не диагноз помойка, куда мы сбрасываем все, что не знаем, что с вами делать, вот вам СРК, до свидания. Нет, то есть он лечится. Мне так понравилось, как ты сказала, мы сбрасываем то, что мы не знаем. Вообще, ну, часто бывает такое, что не получается найти какой-то ответ. Да. И что в этом случае вообще делать, и куда идти пациенту? Республиканский центр гастроэнтерологии. Хороший вопрос. Рано или поздно, как-то мы его все таки стараемся найти. Есть же, в медицине какие-то стандарты, протоколы, куда что, критерии тех или иных Ну диагнозов. хорошо, вот если говорить вообще честно, да, и Да. откровенно, закрадывается такое чувство, ты там дала совет, и думаешь: "Господи, пожалуйста, вот Хоть бы хоть бы помогло. он ко мне просто не пришел". Понимаешь, с одной стороны, хочется понять, помогло или нет, потому Мгм. что в твоих каких-то собственных системе координат ты будешь понимать, как тебе Да. ориентироваться в следующем случае, да. Но с другой стороны, ты понимаешь, ну, блин, ну вот можно этот пациент, вот, может, он найдет там другого специалиста Не, и так я, далее. могу допустить такую мысль, не буду лукавить, но не в ситуации, когда мне с ним все непонятно. С таким я, наоборот, захочу, чтобы он вернулся. А в ситуации, когда мы с ним на разных языках говорим. То есть он мне говорит, что у него там условные паразиты, а я говорю, что у него СРК. И мы друг друга он меня не слышит, а я его, наверное. Ну хорошо, а вот если пациент, допустим, мы понимаем, что порой даже там к нам это несколько визитов, Да, чтобы выставить правильный да. диагноз, да. Как вообще пациент к этому относится, что им приходится там не 2 и не 3, а 5 раз приходить к одному Мгм. специалисту,
И вопрос другой, не закрадывается ли у нее там вот мысль, да, Мгм. то есть вот у меня была бы такая мысль, да, блин, ну ты там разберешься уже со мной Мгм. или нет, блин, сколько я Мгм. уже там буду ходить к тебе. Я все-таки так, обычно смотрю первый раз, он такой, допустим, первичный, я назначила какие-то обследования, предварительное лечение. Второй раз он пришел, допустим, не помогло. Мы пересмотрели диагноз. И если уже и третий раз пришел, тогда я действительно начинаю задумываться, а правильно ли я делаю. И вот в таких ситуациях я говорю, давайте мы подключим коллегиальное мышление, вот я вас направлю там, в тот же республиканский центр. Ну, то есть я обычно так Ну, то есть ты поступаю. объясняешь Да, пациенту, чтобы да. услышать еще одно мнение, ну, потому что я тоже могу ошибаться, это нормально подключать коллег. У меня вопрос, как вообще наша депрессия влияет на наш желудок? Может ли она вообще вызывать гастрит? И как часто это бывает? Сама депрессия гастрит вызвать все-таки не может. На фоне депрессии, тревоги может развиться такое, опять же, функциональное заболевание, как диспепсия. Это когда желудок начинает неправильно работать под действием неправильных там уровней нейромедиаторов, и когда у него повышается вот эта висцеральная гиперчувствительность. Но сам факт депрессии не вызывает воспаления. А гастрит, на сегодняшний день мы уже знаем, что сам по себе гастрит, он не болит. Хорошо, а есть вот эта вот одна единственная таблетка, которую можно назначить пациенту, которая успокоит сразу и нашу депрессию, ну, условно скажем, Да, подействует и на наш да. мозг, и на наш желудок. И как часто в своей практике ты к ним прибегаешь? Эта таблетка- это антидепрессант, назовем его так. Но на самом деле в гастроэнтерологии, опять же, рекомендуется избегать термина антидепрессанты, потому что мы их, назначая, не всегда только депрессию лечим. Мы лечим чувствительный желудок, мы лечим чувствительный кишечник. И да, они используются достаточно широко. Есть целый уже никем не критикуемый отдел, называется нейрогастроэнтерология. Но помню, когда вось то ли в 17 то ли в 18 году я пошла на курсы, специализации по психотерапии, как раз таки, чтобы получить какие-то знания в этой области. На меня некоторые смотрели так, типа: гастроэнтеролог, психотерапевт, что это такое вообще? Что типа как косметолог и проктолог. Вот примерно такое же. Но сейчас это уже не вызывает ни у кого смеха. Вот, Сейчас уже, мне кажется, все да, стремятся посетить и разобраться, чтобы да. понимать, как правильно, даже в тот же подход, наверное, с пациентом, иногда Мгм. правильный выбор тактики Да, да. лечения. Очень правильно же найти вот этот общий язык. Как ты относишься к нетрадиционным Мгм. методам лечения, я уже понял, да, в Мгм. нашем сегодняшнем разговоре. Но вообще, как часто встречаются эти пациенты, да? Как ты относишься там к соде по утрам, уринотерапии мы уже услышали. Может быть, что-то было интересно, какой-то случай из твоей жизни, как человек пришел с каким-то вот новым методом лечения, о котором ты не слышал раньше, да, а я Мгм. тебе потом расскажу про свой собственный Мгм. опыт. Сода по утрам, конечно, я уже не знаю, за последний месяц столько раз про нее кому-то говорила, что, мне кажется, даже в каких-то интервью, да, это не то, что стоит использовать на ежедневной основе, как там, не знаю, раз в год, когда нет подручных средств погасить изжогу, может быть сомнительно, но окей. А если системно, конечно, нет, она погасит ненадолго, потом кислота начнет вырабатываться еще с большей силой. Уринотерапию в топку сразу, там всякие клизмы, гидроколонотерапия туда же. Из каких-то интересных, что вот как-то вот не вспоминаются мне никакие интересные У случаи. меня знакомый, значит, приезжает и говорит, значит, Антон говорит, все, говорит, это тебе. Я говорю, что это такое? Он дает такую бутылку мне, в бутылке жидкость. Я говорю, что это? Он Моча говорит, бобра. бобровая струя. Я говорю, что это такое? Он говорит, вообще супер штука. Мгм. Одна чайная ложка каждый день. Вообще идеально. Честно сказать, я когда открыл и понюхал, Мгм. я закрыл бутылку, она у меня, правда, я не выбросил, честно, она у меня до сих пор стоит дома. Мгм. А Вообще, вдруг? не, ну вот думаю, ладно, так, поговорю с Аней, приму решение, надо или нет. Мгм. Слышал ли ты о таком? И вообще, что это Ну, такое? я слышала, но опять же, Или это вне это доказательным? вне доказательной медицины, конечно. То есть хотите экспериментировать над своим здоровьем, пожалуйста, но мы такого не приветствуем. То есть, условно, кто-то придумал, кто-то попробовал, Кому-то что-то кому-то помогло что-то или, может, само помогло, прошло. и оно пошло Да, уже в народ, да. да.
Я почему вот спросил про какой-то вот интересный случай у тебя, чтобы ты поделилась или рассказала. Я тоже много где был, в каких странах, да, в странах СНГ. И когда, в принципе, мне рассказывают о том, что есть боль в спине, и мы там ездили к какому-то знахарю, который взял тряпочку, намочил ее Мгм. мочой, повязал на пояс и сказал 2 дня не снимать, и боль вся пройдет. Ну, на самом деле я в такие моменты, таких историй там тысячу. Я даже когда-то подумал, что, наверное, я напишу какую-то книгу, да, Мгм. по всем видам лечения там боли, которые на Мгм. моем жизненном пути встречались, потому что иногда мне реально встают там волосы Мгм. дыбом, и люди рассказывают это настолько взахлеб и так далее, что они даже некоторые умудрялись как бы несколько раз повторять как бы эти Мгм. методы лечения. Вот насколько часто в твоей практике встречалось раньше, может быть, сейчас более стали Мгм. образованы наши пациенты и, в принципе, понимают сразу и отбрасывают какие-то нетрадиционные методы лечения. И все-таки, может быть, вот какой-то эксклюзивный такой случай из своей практики ты поделишься и расскажешь нам. Надо было заранее мне об этом подумать. Но, смотрите, у меня в основном приходят пациенты с моего блога. То есть они на меня подписаны, они разделяют мои ценности, они видят, какие смыслы я транслирую. И вокруг меня, слава богу, собирается какая-то очень, очень образованная, порой чересчур и адекватная аудитория. Поэтому вот я даже и не могу ничего такого, к сожалению, рассказать. Я работала немножко на районе, но тогда была тоже терапевтом. Ну вот что-то. Ну, а может быть, там, когда вы проходили обучение, стажировки на базе там республиканского центра, Да допустим. не, как-то у меня вот именно, что у меня вот, ну, к сожалению, не могу Нет такого, похвастаться да? таким кейсом. Послушай, ну вот есть такое понятие, как нутро, да, бабушки Мгм. говорят, я нутром чую. Что такое вообще нутро? Насколько Мгм. это вот термин это часто ты встречаешь, и что это вообще такое? Это какой-то там что-то в районе нашего там солнечного сплетения, или все-таки тут надо вести, допустим, речь о каком-то микробиоте? Я думаю, что вот такие фразочки "нутром чую" или там меня тошнит от этих там, не знаю, от работы, или меня уже прям раздувает от чего-то там, то есть это вот как раз таки про ту психосоматику, мне кажется, где-то, но не в том плане, что а, такая попсовая психосоматика, а про то, что на фоне какого-то стресса. Вот, например, условная ситуация, мы попали в какую-то там, например, м, едет поезд, он резко остановился. Мозг еще не успел переварить все, что произошло, но успел выбросить какие-то гормоны стресса. И они уже быстренько начали взбудораживать кишечник, и уже как будто бы я что-то начинаю чувствовать, сейчас что-то произойдет. Или там перед самолетом волнение: я чувствую, сейчас, наверное, не стоит садиться на этот самолет, что-то случится. Ну, то есть вот я думаю, что это вот такие какие-то ощущения в животе, которые вызваны гормонами стресса. Хочется поговорить немножко, сместить акцент, да, с гастроэнтерологии, да, потому что всегда интересно не только ты, как сам врач, да, но и вообще, что представляет из себя твоя жизнь вне стен медицинского учреждения. Мгм. Вообще, как семья относится к тому, что ты доктор? Есть ли в семье кто-то сейчас, да, из докторов? Семья хорошо к этому относится. Особенно муж и ребенок. То есть они, достаточно, добросовестно выполняют мои рекомендации, даже порой чрезмерно. Муж у меня вообще это я, наверное, на каждом подкасте хвалю, какой у меня осознанный едок. Я таких не встречала. То есть вот это пример осознанного питания. Причем, наверное, он, не только благодаря мне таким стал. Он Э, был таким или он как бы все-таки был не таким, но видна все рука равно он никогда не мастера? переедал. То есть он из серии, что вот он съест кусочек шоколадки, и Виктор уже сыт, понимаете? То есть он может ограничиться очень маленьким размером. И в целом, допустим, когда мы только познакомились, я помню, он там любил всякие сырки глазированные, там что-то. А сейчас он все, у него там в качестве десерта там сухофрукт, орешки. Ну, то есть очень такой молодец в этом плане. Стройный, очень. Некоторые даже говорят, что он моложе меня выглядит, и он этим очень гордится. Ребенок, конечно, ребенку пока очень сложно объяснить, там, что много сахара это вредно.
Но у нас с ней такая тактика, что вот есть условная норма 5 чайных ложек в день. Ну, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения даже это написала. И мы с ней стараемся хотя бы вот этой нормы придерживаться. То есть мы берем мороженое, смотрим состав и считаем. Так, вот если мы съедаем сейчас эту упаковку, то примерно там 3 чайные ложки мы уже получим. Понятно, что я без фанатизма, то есть я не стараюсь ее загонять там в РПП, но и чтобы вот этого пищевого хаоса не было, что постоянно на виду стоят конфеты, ну, ребенку сложно устоять от этого соблазна. Ну, как же внутренние тренировки? У Э, меня, у меня, у меня да, ребенок, я прихожу домой, да, и он постоянно говорит: пап, 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 ну что там, что принес? А я что-то как-то особо в последнее время ничего не приношу. Вот, ну, нет, ну, как бы более-менее я довольна тем стилем пищевого поведения, который у нас в семье. То есть мы стараемся питаться без перекусов. Особенно, я же говорю, муж у нас больше следит. Я где-то могу расслабиться. Он у нас в этом: зачем кусочничать, давайте дождемся обеда. Ну, и это действительно очень здорово, поэтому я как бы его в этом поддерживаю. Поэтому вот они примеры того, каким должен быть родственник врача. Есть же более старшее поколение. Вот Как, они как проходят семейные да, торжества? то есть вот там я не пользуюсь большим авторитетом в плане питания. То есть мои там какие-то рекомендации, они носят сугубо ознакомительный характер. Когда муж приезжает, теща не спрашивает, что ты так мало кушаешь, я невкусно готовлю? Ну, Или уже все свекровь иногда привыкли? спрашивает: "А чё ты такой худой, Витюша?" Вот, ну, в хорошем вопросов к ней нет никаких, никто не лезет в нашу жизнь, там ни в коем случае. Ну, то есть мы можем где-то там съесть и фастфуд, но тем не менее, близкие члены семьи прям мы придерживаемся. Если это какие-то там более там родители, братья, сестры, то там, ну, я им рассказываю, а их дело уже там Понятно. То есть следовать или нет. не давишь их, Нет, не короче, давлю своим абсолютно авторитетом. вообще, да. А вообще в семье есть кто-то из врачей? Или ты Нет, у первопроходец? меня, была моя бабушка по папиной линии, врач в сельской амбулатории. Ну, то есть такой врач общей практики, наверное, как бы сейчас это называлось, и все. Но всё детство, не то чтобы меня прям настраивали, но родители говорили, что Аня врача прокормит народ. Вот с такой фразой я росла. Не то чтобы именно она стала определяющим при выборе профессии, но, я, перед поступлением в институт поступила еще в городе Бресте в лицей. И, там были такие факультеты, я понимала, что английский я не потяну, русский тоже, и более простым мне казалась химия, биология. Но потом уже после химии, биологии поступать пришлось в медицинский, а там уже дальше Ну как-то да, так. у нас такой выбор немножко ограниченный всегда был. Если химия, Мгм. биология, то медицинский Ну не или обязательно. учитель химии, биологии, Да. да. Есть ли какие-то хобби? Как ты вообще переключаешься после работы? Легко ли это у тебя вообще получается? Ну, на самом деле, я уже достигла того уровня, что я могу немножечко регулировать поток пациентов, да, и я все-таки стараюсь себя не перегружать. Вот у меня есть какая-то условная норма, вот столько человек в день некомфортно, и я, можно сказать, даже в большинстве случаев кайфую от этого. Когда уже лимит превышен, ну, я понимаю, что это уже не то качество, которое я бы хотела давать. Я стараюсь помимо консультаций вести какую-то вот просветительскую деятельность, таким образом тоже приносить пользу этому миру. Я веду блог в Инстаграм, и для меня это, ну, полухобби, полуработа. Ну, работой это сложно назвать, но тем не Но менее. это тоже забирает Да, немало да, времени на иногда самом деле. Это непросто. Знаю непросто. по собственному опыту. Мгм. Но и дает это тоже очень много энергии, когда, ну, порой пациенты даже благодаря блогу что-то там узнают и пишут: "Анна, вот я прочитала у вас, я сходила, сделала, спасибо вам большое". Ну, то есть это действительно вдохновляет на дальнейшее, такое творчество. Если говорить прям про какие-то хобби, ну, вот правда, это скоро закончится, но я думаю продлить. Я начала ходить в школу, там ораторского искусства. Мгм. И там такая групповая встреча раз в неделю. Это действительно мне наверно, потом думаю продолжить, групповую психотерапию подключить. Ну, такая тоже интересная. Вообще, в целом, тема психотерапии мне интересна. Ну, спорт — это прям база обязательно. Ладно, кого я обманываю, не ежедневная, но хотя бы какую-то мини-йогу я стараюсь каждый день делать. И какие-то домашние тренировки. Очень люблю велосипед. Это прям мой такой антистресс. Но что-то погода все как-то не устаканится в этом году. А так я когда работала, например, в Ладе, я из Уручья ездила на велосипеде.
туда-обратно Прикольно. каждый день, да. То есть я очень люблю это дело. Ну, это очень классно, когда ты можешь находить этот баланс, да, и Мгм. находишь время для себя. Мгм. Потому что на самом деле, как бы это там ни скромно не звучало, да, в нашей профессии это сложно Ну, сделать. очень сложно. Очень сложно и найти время для себя, Мгм. и вернуться домой, ну, скажем так, чуть-чуть с чистой головой, чтобы Мгм. там было место другому. Потому что очень часто мы переносим проблемы своих пациентов с Мгм. собой, да. Да. Иногда ты дома сидишь и думаешь: "Блин, там он Да, был", и да, ты да, крутишь, да, крутишь, да. крутишь, крутишь. И то, что там некоторые думают, что там он вышел из кабинета, и мы там про него не думаем — нет. Иногда ты действительно разматываешь этот клубок еще полвечера дома, чтобы найти какое-то решение его вопроса. И это сложно сделать. Да, я иногда даже, ну, пару раз у меня такое было, что я вот что-то там додумала, и на следующий день приходила на работу и звонила пациенту: "А давайте мы еще вот это вот сделаем". Ну, то есть, Ну, у ну. меня тоже были такие Мгм. случаи, но самый такой вообще, наверное, запоминающий случай, я вот тоже много где уже рассказывал, говорил о Мгм. нем, да, это мои сны. М. Это просто что-то нечто, да, я там утром встаю такой как бы довольный, там это, спрашивает жена, говорит: "Слушай, говорит, что ты там сияешь?" Она говорит: "Да ты, говорит, не прикинь". Она такая: "Что случилось?" Я говорю: "Сегодня во сне ко мне пришла пациентка на консультацию, и у нее была такая опухоль, и Мгм. я ее за ночь 5 раз соперировал, ну, то есть не мог найти Мгм. ответ там на Мгм. решение, как, каким способом лучше. И я начинал эту там операцию делать заново и заново и заново, пока там не сделал ее вот идеальной, вот так, Мгм. как она должна вот завершиться, да. И то есть я понял, насколько вообще вот там наша работа Да. там в нас, что даже ночью, да, там нам не снятся сны там на Мгм. Лазурном берегу, да, а мы представляем себе какие-то сложные клинические вообще случаи Мгм. и пытаемся его решить. У тебя вообще вот есть, ну, я не знаю, может быть, ты хочешь поделиться или рассказать нам какой-нибудь вот интересный, реально просто сложный какой-то клинический случай, о котором ты вот помнишь и который ты там несешь как бэкграунд, да, на протяжении своей там карьеры? Наверное, это какой-то собирательный образ девушки средних лет, там 20-40, которая страдает, скорее всего, какой-то функциональной патологией, ну, наверное, СРК. И, прошла уже множество обследований, там, видов диагностики, лечения, ей ничего не помогает. И, в данном случае спасательным кругом является вот как раз-таки какой-то антидепрессант, на который ей или не предлагали, или она не решалась долгое время, боясь там каких-то побочек. И вот, спустя месяц-два приема она приходит, и это совсем другой человек. Ну, это действительно часто бывает. И если, ну, как бы я там их не хвалила, эти антидепрессанты, понятно, что у них есть и побочки, и риски, и все остальное. Но если бы мне вот сказали, что до конца, своей работы тебе можно назначать только одну таблетку, я бы, наверно, выбрала это. Не там какие-нибудь антациды, не ИПП, не спазмолитика, а именно антидепрессанты. Ты вообще дружишь с пациентами? Ну, прям так, не То есть встречаемся. нету Нет. в такой практики, что вот настолько вы там сблизились за М-м. там какие-то, ну, понятно, иногда это и Годы. годы, да, что прям это вот стало как, ну, обыденность. Нет, скорее мои друзья могут становиться пациентами иногда, но нет. В обратную сторону такого, наверное, у меня, ну, может быть, там одно исключение, но она уже перестала быть пациентом. Так что скорее нет. Не-не-не. Когда-то был пациентом, Да, вы прошли этот этап, да, и в своем там жизненном пути это просто переросло в какие-то другие отношения, да, которые стали чуть ближе, чем врач и да, пациент, скажем. да. Но это единичный буквально случай. Тоже еще вот у меня есть интересный такой вопрос, да, может быть, немножко покажется такой грубый, да. Мгм. Ну, у каждого из нас в практике есть пациенты, которого мы не смогли спасти, да. Насколько это понятие применимо к гастроэнтерологу и насколько вообще часто ты с этим сталкивалась? Ну, скажем так, какой-то единичный опыт, у меня, всплывает в памяти. И тут скорее не столько не смогла спасти, все таки я не работаю с такой экстренной патологией, сколько, может быть, надо было там что-то раньше назначить, что-то раньше сделать,
какое-то лишнее обследование. Ну, то есть такое есть, да. И я, ну, помню эти случаи, и они периодически всплывают в моей жизни. Понятно, что, как я понимаю, что гастроэнтеролог очень часто сталкивается в своей практике с какими-то онкозаболеваниями и так далее. И понятно, что мы не Мгм. всегда и можем и понять, ну, как-то Мгм. На ранней стадии на ранней распознать, стадии да. распознать, да, и мы не всегда можем и спасти этого пациента. Мы, в принципе, понимаем, что, Да, вот честно скажу, что опухоли там желудочно-кишечного тракта, назовем их, да, да. но это сложное. Это не Мгм. опухоль, которая там липома, которую ты Видна. вырезал на коже и Да, так далее. И сами по себе и операции, и сами по себе лечение, они гораздо да. сложнее, к сожалению. То есть и мы понимаем, что в практике гастроэнтеролога он сталкивается с такими пациентами. Насколько вообще часто приходят пациенты не просто там с проблемой лишнего веса, Мгм. с гастритом, там, с язвой с какой-то, а вообще вот приходят именно с проблемой, которая показывает, что есть какая-то опухоль, и ты его уже передаешь, да, как командная там игра, мы любим говорить, Мгм. уже онкологам, и они занимаются им. Как часто вообще эти пациенты встречаются? Ну, к счастью, не каждый день. Ну да, в моей практике это бывает. И да, проблема органов пищеварения, то, что они не снаружи. И каждый раз, чтобы что-то проверить, ты думаешь, а надо ли подвергать снова пациенту там, эндоскопии лишней. То есть ты всегда взвешиваешь пользу и риск от той иной инвазивной манипуляции. И это не всегда просто. Есть там условные УЗИ, которые не всегда хорошо там увидят ту же поджелудочную железу. Но и КТ, МРТ тоже не будешь всем подряд назначать. Поэтому, да, тут приходится подключать и коллег, и что-то обдумывать. Не всегда просто, но, ну, к счастью, все таки большинство, пациентов гастроэнтеролога — это функциональная патология. Да. Давай немножко поговорим про тревожные звоночки, про обследование. Мы почти сегодня об этом не разговаривали. Но мне кажется, что все ненавидят глотать зонд. Мгм. Я этого, честно скажу, не делал никогда. Мгм. Первое. Действительно ли каждому пациенту гастроэнтеролог назначает зонд? Нет, не каждому. Не каждому. В каких случаях? Вот. Мгм. И вот где этот баланс, да, как вот понять, кому нужно назначить Мгм. зонд, да, кому нужно сделать там УЗИ. Мы сегодня говорили про там капсульную эндоскопию, Мгм. да, с тобой уже. Кому нужно МРТ? Действительно ли МРТ это какой-то золотой стандарт в вашей профессии? Где этот баланс и где правильный метод выбора обследования? Ну, начнем сначала, с человека, у которого нет жалоб. Да, вот у него нет жалоб, но есть такое понятие, как скрининг. Это когда мы что-то делаем при отсутствии жалоб, для раннего выявления, каких-то проблем, которые никак не беспокоят. В гастроэнтерологии в основном это полипы, в первую очередь в кишечнике. И вот есть такое понятие, как скрининговая колоноскопия. В разных странах разные цифры, со скольки лет это начать делать. В Беларуси пока все-таки фигурирует цифра 50, в некоторых европейских странах можно встретить 45 и даже 40 лет. Поэтому все моложе и моложе становится эта цифра, то есть примерно после 40 лет, даже при отсутствии жалоб, стоит задуматься и о колоноскопии, и о гастроскопии просто в рамках скрининга. То есть мне уже можно идти записываться. Ну, если есть 40, да. Это дальше. Это первое. Это когда если нет жалоб. Мгм. Если есть жалобы, э, но при этом пациент, например, там 20-30 лет, то есть относительно молодой, и у него нет красных флагов, сейчас скажу каких, то мы можем сначала попробовать обойтись без этих инвазивных процедур. Что является красными флагами в гастроэнтерологии? Первое. Немотивированное похудение. То есть вроде питался как питался и стал худеть. Ам, Это, ну, например, какой-то резкие перемены во вкусе. То есть отвернул от мяса, например. То Мгм. есть как бы, ну, это такой не специфический симптом, но тем не менее, это про желудок немножечко. Это какие-то такие изменения, анемия, особенно у мужчин. Это всегда про какую-то патологию в ЖКТ. Ам,
Это, ну, там определенные находки в анализах, но это надо их сначала сдать, там сои, гемоглобин, лейкоциты и так далее. Это кровь, наличие крови в стуле или просто черный стул. Это Ну, мне рвота. кажется, это уже такой большой Ну звонок, как да, бы, да, чтобы да. бежать и что-то делать. Да, это рвота, особенно с кровью тоже. То есть вот такие отягощенный наследственный анамнез. Или, например, человек жил там до 40 лет, все было окей, и тут у него резко начались запоры. Ну, то есть, если он всю жизнь с запорами, это одно, а если вот они только начались, ну, как бы это другое. Вот, поэтому мы смотрим на тревожные. Если тревожных симптомов нет, возраст 20, допустим, 5 лет, появились какие-то жалобы, мы можем ограничиться какими-то неинвазивными методами. Но если лечение не поможет, тогда мы все равно перебегнем к гастро или Ну, колоноскопии. хорошо, вот, допустим, там мне 40 лет, да, я Да, пошел, сделал зонд, да, у да. меня все чисто. Через сколько мне нужно повторить повторно? Скорее всего, через лет 5, То есть, условно, раз в 5 лет. раз в 5 лет Да, это такой вот прям нормальный период да, наблюдения, когда да, можно быть спокойным. да, да. Я когда-то, не помню где, сейчас скажу, может быть, в литературе, может быть, кто-то из моих коллег сказал, что в Японии Мгм. риск онкозаболеваний максимален. Там низкий этот порог, да, и, в принципе, это связано и с длительностью, да, жизни, то есть у них самый высокий, да, то есть 80, по-моему, с копейками лет там для мужчины и для женщин. И это связано с тем, что как раз-таки диагностические у них критерии, то есть, или как это правильно будет более сформулировать, то есть выполнение скрининговых обследований у них обязателен и максимальные там сроки выполнения. Там чуть ли не зонд они выполняют каждый год, каждый житель. И выявляемость у них как раз заболевания на первой, там, второй стадии максимальная, за счет чего, в принципе, и Мгм. выживаемость при онко достаточно Да, то высокая. есть у них высокая заболеваемость раком желудка, но в первую очередь за счет раннего выявления, потому что очень жесткие скрининги. То Да, есть они регулярные, да, часто имеют место быть на постоянной основе, да. как я понимаю. Хорошо, какой ты, может быть, дашь совет для прохождения комфорта Мгм. этих обследований? Понятно, что мы откинем седацию, они уже все давно знают. Мгм. Может быть, есть какие-то просто еще советы, как подготовиться и как наиболее комфортно пройти эту процедуру? Ну, если мы говорим про гастроскопию, то ее действительно можно попытаться сделать и без седации. Важно довериться эндоскописту и слушать, что он говорит в моменте. Вот я сейчас рассказываю, вспоминаю себя в этот момент, когда мне это делали. Во-первых, должен дышать нос, он не должен быть заложен. Э, Доверие, вот он говорит: "Дыши, глотай", и ты четко следуешь приказам, ну, его там, назовем это так, и все проходит вполне себе терпимо. Колоноскопию в целом тоже можно пройти без седации, зависит от вашего болевого порога, но тут уже каждый решает сам, как проходить. Каких-то лайфхаков для подготовки, ну, если честно, особо нет. То есть, ну, понятно, что перед гастроскопией не есть, Ну, перед там есть же колоноскопией там почиститься. требования, которые нужно Да, соблюдать, как да, я ну, понимаю. таких вот прям что-то зонд- это неприятно. Ну, то есть ничего пока такого. Неприятно, но необходимо. Но Давай так необходимо, скажем. да. Что важно, такая условная нормальная длительность процедуры- это 5-7 минут. Это не просто засунул-высунул. То есть эндоскопист должен осмотреть, в большинстве случаев взять биопсию. То есть эта процедура уже если делать, то делать 1 раз и хорошо, а не для галочки. Мы разговариваем про гастроскопию, да, и понятно, что очень часто там берется биопсия, которую мы только что, да, упомянули. Давай чуть затронем тему хеликобактер, да, что это вообще такое, как часто он вообще есть, требует ли это какого-то лечения, потому что, мне кажется, это уже какое-то собирательное понятие, есть у всех, можно не обследовать, Мгм. лечить вот по такой схеме. Это такая бактерия, которая была открыта не так давно учеными австралийскими, за что они впоследствии получили Нобелевскую премию. И с тех пор парадигма, почему возникает язва и гастрит, полностью изменилась. Если раньше это был стресс и неправильное питание, то сейчас все-таки мы знаем, что основная причина это именно хеликобактер пилори. Причина язвы, гастритов и в каких-то случаях рака желудка.
Если она у всех, нет. И более того, чем больше мы с ней боремся, тем меньше она встречается в популяции. Заражаемся ею мы обычно в раннем детском возрасте, там, от родителей, от бабушек, от дедушек. И потом долгое время с ней живем, и она нас особо никак не... Ну, живет она там себе и живет. Это как вирус герпеса. Ну, типа того, да. То есть есть у всех, но не факт, что проявится. Да, да. Но часть людей все-таки проявится. И иногда уже, когда будет все пропущено, я про рак желудка. Но это, опять же, до этого еще надо дожить. Это процесс очень медленный. Это десятки лет на это уходит после заражения. Поэтому на сегодняшний день основная философия, что мы лечим ее всем, у кого она обнаружена. Поэтому где-то с лет 18, когда риск повторного заражения уже низкий, рекомендуется провериться. А если, как, так сказать, узнать свой HP-статус. И если она обнаружена, в плановом порядке ее убить, вылечить А как ее? антибиотиками. То есть есть специальные Как схемы. обнаружить? Как обнаружить? Опять же, есть разные методы, неинвазивные, когда не надо ничего куда не засовывать. Это дыхательный тест, это анализ кала на хеликобактер и анализ крови на хеликобактер. Вот, пожалуйста, можно прибегнуть к одному из этих методов, узнать, что она есть или ее нет, и обратиться, если обнаружен, с анализом к врачу. И что важно, после того, как мы от нее избавились, риск повторного заражения у взрослых людей очень низкий. То есть даже продолжая контактировать с хеликобактерным членом семьи, скорее всего, ты от него уже не заразишься. Ну, тогда у меня вопрос возникает. Смотри, мы говорим о том, что 99%, Уже не 99, цифры все ниже и ниже с каждым. ну, хорошо, 80. 80, да. Так не проще ли сразу всем назначить антибиотики, чтобы все их пропили? Ну, да. Ну, я почему-то эта мысль вот пришла мне сейчас в голову, да. То есть, по сути дела, я пошел, сдал анализ крови. Да, самый простой, я так понимаю, метод и быстрый, да, то есть, Ну, к нему есть небольшие вопросики, но для первичной диагностики может ну, быть. допустим, Да, вот я сдал да. анализ крови, меня показал хеликобактер. Ты говоришь, идет к врачу. Врач это гастроэнтеролог Можно терапевт. или терапевт Да, обычный, да. Есть антибиотик, который уже известный, который да, хорошо действует на эту бактерию, и мы его пропиваем. да. Так в Японии так и делали. Вот они всем тотально ее лечили. Но у нас пока нет такой скрининговой программы. Я же не отвечаю за... Нет, понятно. Ну, я просто к чему говорю. Ну, То есть в чисто моем... теоретически это Я сейчас, можно. да, то есть я сейчас Мгм. просто как обыватель, да. Да, То есть я понимаю, что у меня 80% то, что она у меня есть, да, 20% что у меня ее да. нету. То есть, в принципе, Не, ну можно и не... антибиотики тоже так себе Я история. согласен с тобой, конечно, пойти и просто пропить Мгм. антибиотики, там, слава богу, у нас уже их там без рецепта не Мгм. продают, да, то есть это Мгм. нужен рецепт, все равно нужно попасть к врачу. Но, в принципе, мы понимаем, что не 50 даже на 50, вот о чем я веду речь, Мгм. а то есть 80%, что, в принципе, она у меня будет. То есть, в принципе, как лайфхак, да, то есть каждый из нас должен потратить какое-то время, и И там провериться и на провериться хеликобактер. на хеликобактер. Да. И это будет какой-то, Это будет достоверный шаг для снижения риска рака желудка. вот о чем мы 100%, говорим, да. да. Это я вообще не спорю ни сколечки. Хорошо, вот мы заговорили про рак желудка, да, и, ну, в принципе, про рак ЖКТ, назовем Мгм. так. Мы понимаем, что это достаточно, ну, наш тихий враг, Мгм. он не болит, он никак себя не проявляет. Какие, возможно, есть там первые какие-то жалобы, которые там, ну, Мгм. стопроцентные, когда пациент приходит к тебе на прием, и ты понимаешь, что, блин, вот тут надо вот мне задуматься, что это? Запах изо рта какой-то К сожалению, нет специфический, специфических. снижение гемоглобина. Ну, это уже по анализам Да, видно. ну, Да. да, то есть, ну, вот, что, вот какой вот есть триггер, да, для Мгм. тебя, когда ты вот задумаешься, что вот здесь нужно на это сделать акцент. Не, ну, во-первых, если пациент в принципе старше 50 лет, врач всегда более онконасторожен при любом раскладе, с какими бы жалобами пациент не обращался. Ну да, если это анемия у мужчины любого возраста или у женщины постменопаузального,
то это тоже такой красный звоночек. Ну и опять эти красные флаги: немотивированное похудение, общая слабость, недомогание. Но, к сожалению, специфических симптомов нет. В этом и вся соль, что если бы они были, это бы все выявлялось гораздо раньше. Вся сложность. Да. Я уже как минимум после нашей с тобой беседы а, надо записаться, думаю, на озон сижу, надо так Мгм. сходить, сдать анализ, где делается, Не, так на на зонде хеликобактер. во время Не, я гастроскопии понимаю, тоже проверь. можно взять как Да, бы это, но да, я уже думаю, как бы, так, что из этих методов нужно сделать в ближайшее время, потому что тоже это нужно располагать временем да. и потратить на это и Мгм. подготовиться. Мгм. Такой анализ, как анализ кала, да. Давай сделаем так. Если это видео наберет 1000 лайков, то мы встретимся еще раз и разберем твои результаты. Ну, давай, договорились. Вот, давай поговорим. Только можно я не буду сдавать все анализы, Не, которые ты хотя бы скажешь? гастроскопию сделай. Договорились. Значит, смотри. Так, сразу я уже про анализ сказал, думаю, так, господи, еще и надо и сходить, и А эти если все анализы. 2000, то и колоноскопию. Я подумаю. Я подумаю. Значит, смотри. Анализ кала. Мне кажется, простой достаточно анализ, да. Но действительно ли он так необходим в практике гастроэнтеролога? Действительно ли с помощью этого анализа можно выявить рак, можно поставить диагноз болезнь Крона? Как часто вообще он используется? И имеет ли он действительно такой большой диагностический потенциал? Определенный потенциал, безусловно, имеет. Опять же, все решается индивидуальной, конкретной ситуацией, конкретным клиническим случаем. Ну, например, наверное, если выделить мой любимый анализ скала, то это такой анализ кальпротектин. Это анализ скала, в котором определяется, есть в кишечнике воспаление или нет. Это вот как раз то, что позволит избежать большинству пациентов с СРК колоноскопии. То есть если мы сделали кальпротектин, и он нормальный, мы понимаем, что с высокой степенью вероятности там нет воспаления, и туда пока лучше даже и не залазить, в этот кишечник, если это молодой пациент без симптомов тревоги. Поэтому, наверное, первое место в тройке лидеров – это вот этот анализ. Второе место – это кал на скрытую кровь иммунохимическим методом. Он, конечно, не заменит колоноскопию, но какие-то формы уже рака кишечника он среагирует. То есть если, например, перед нами такой типичный белорусский мужчина лет 50, которого не загнать на колоноскопию, то пускай он хотя бы сдаст кал на скрытую кровь. И если, не дай бог, он пойдет положительно, может быть, это станет как бы сигналом записаться на колоноскопию. Полипы этот анализ кала, конечно, не словит, наверное, маленькие, но, по крайней мере, какой-то скрытый источник кровопотери он увидит. И точно, ну, если уже есть видимая кровь, скрытую сдавать не надо, а то некоторые говорят, у меня вот кровь в стуле, я решил сдать кал на скрытую. Ну, зачем это? И так понятно. Вот. Ну и третий анализ, реже в нем необходимость, это эластаза кала, анализ, который позволяет определить, хватает ли ферментов в поджелудочной железе, как она работает и переваривает вашу пищу, но в первую очередь жиры. Эти вот все анализы, которые мы сейчас перечислили, они, в принципе, доступны. Да, ну, на платной в основном основе, но что-то есть в государственных учреждениях. Но, в принципе, это можно сделать без Да, проблем при желании. То есть да. это не какие-то супер там инновационные. Да, более того, кал на скрытую кровь не надо даже, ну, по крайней мере, можно найти, просто подарить своему папе на день рождения такой тест-набор. Можно, ну, самому дома сделать. Мгм. Да, то есть не надо даже заносить в лабораторию этот кал. То есть если кто-то там стесняется, Да, еще да, в что-то, то есть аптеках уже и сейчас это такой можно есть. сделать. Да. В принципе, я видела и полоски, тест полоски на хеликобактер, ну, типа как тест на беременность, только на хеликобактер. Такое тоже можно найти. Блиц-опрос, Мгм. простые вопросы, ответ да или нет, можно коротко одним предложением. Мгм. Активированный уголь бесполезен при отравлении? Если ничего другого нет, окей, но надо выпить много таблеток и сразу же после этого отравления, а не на следующий день. Но есть более уже современные средства. Семечки попкорн вызывают аппетит? Нет. Кефир на ночь польза или провокация изжоги? Ну, сомнительная история. Желудок ленится, если есть только мягкое и супы. Да. То есть мы должны жевать. Недаром нам зубы
Зубы, зубы, зубы. Глютен враг человечества или проблема только 1% людей? Проблема 1% людей с целиакией, мы про них говорили, но еще 4% есть такие не целиакийная гиперчувствительность, но это про СРК, то есть 5%. Хеликобактер. Если нашли у одного члена семьи, 100% будет и у Не всех факт остальных? вообще. Ань, еще вот есть пару таких интересных вопросов, наверное, более глобальных, на вопросы, о чем подумать, да. Мгм. Вот если бы была возможность дать один совет, да, жителям нашей Земли, какой бы ты совет им дала? Один всем жителям, да? Мгм. Ну, только что-нибудь такое нетривиальное, не типа ешьте овощи, да. Жуйте. Тщательно, медленно пережевывайте пищу, потому что в желудке зубов нету, и надо тщательно подготовить. Это позволит избежать вздутия, тяжести. То есть медленно и тщательно жуйте хотя бы. Если бы так произошло, что завтра ты проснулась бы с диагнозом, который ты, ну, достаточно часто ставишь своим пациентам, Мгм. ты бы пошла сама к себе на прием или Хороший все-таки вопрос. искала другого специалиста? Я всегда себя этот вопрос, точнее, часто себе его задаю. Хотела бы я попасть к такому врачу? В большинстве случаев я с частью отвечаю «да». Или, допустим, когда там размещаю какую-то статью, пост, я тоже спрашиваю, ну, подписалась бы ли я на такого специалиста. Поэтому да, тем более, что ко мне в основном приходят с диагнозом ГЭРБ, СРК, и в целом я знаю, как с ними работать, и не буду назначать ненужных обследований и ненужных лекарств. Так что да, пошла бы, честно. Правда ли, что 90% гормона серотонина, это гормон счастья, все знают, вырабатывается в кишечнике? Да, правда, но этот серотонин, который вырабатывается в кишечнике, он работает на кишечник, а серотонин в мозге — это, ну, серотонин в мозге, между ними еще есть гематоэнцефалический барьер. То есть это немножко разные серотонины, но в целом, да, правда. Тогда получается, что как правильно поступить? Нужно хорошо поесть или все-таки пойти и помедитировать? Скорее помедитировать, наверное, если выбирать между этим. То есть, ну, если мы хорошо питаемся регулярно, кишечник нас благодарит здоровой микробиотой, здоровой микрофлорой, здоровым за здоровой моторикой, и это опосредованно через, что мы уже сегодня говорили, блуждающий нерв и другие нейромедиаторы хорошо влияет на головной мозг. Головному мозгу хорошо, хорошо кишечнику. И они так друг друга положительно друг на друга тоже могут влиять. Может быть, достаточно такой обыденный вопрос, но вот Мгм. просто интересно. Топ-3 продукта в твоем рационе, вот без которых ты не представляешь на сегодняшний день свою жизнь. Не в плане любимых, да, а в плане именно пользы М. для нашего организма. Киви, кофе. Так, третий, надо подумать. Рыба. Красное или белое? Чередование. Если бы была возможность донести одну единственную мысль до всех своих пациентов, что бы ты им сказал? Вот сейчас. Мгм. Возможно, лет через 10 это будет что-то другое, но Мгм. вот на сегодняшний день. Ваш желудочно-кишечный тракт слышит все ваши тревожные мысли. Поэтому прокачивайте свой эмоциональный интеллект, и желудочно-кишечный тракт вам скажет спасибо. Ну и финальный наш вопрос, мой любимый. Если бы ты не стала врачом, кем бы ты была? Так, ну давайте подумаем. Может быть, что-то связано с готовкой, с кулинарией. Мне очень нравится. Может быть, я, кстати, когда пошла в декрет, я начала вести блог, и в первую очередь я там готовила. То есть мне это нравится. Ну, тоже как-то около пищевая тема, но вот, может быть, что-то как-то с этим связано. Ты бы Открыла бы была бы свой там ресторан, гастробар. гастробар. Я понял, хорошее название. Аня, большое спасибо, что нашла время прийти к нам. Мне было на самом деле очень интересно. Я много чего узнал сам для себя. И надеюсь, что наши зрители и слушатели тоже узнали много полезной информации, которые они в практическом плане применят в своей ежедневной жизни. Спасибо, что пригласили. Я напоминаю, 1000 лайков
и Антон будет делать в прямом эфире гастроскопию. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Сегодня у нас состоялась замечательная встреча с гастроэнтерологом. Надеюсь, что вы много чего почерпнули интересного, нового для себя. До новых встреч! До свидания.